В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. К пластическим хирургам обращаются не только женщины и звезды кино в погоне за красотой. Часто пластика показана тем, кто перенес различные травмы лица. Как в Якутске развивается пластическая хирургия? Гость нашей студии сегодня Олег Ширко, заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской больницы номер 2. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, Сергей. Когда открылось ваше отделение и с какими патологиями, травмами люди поступают в отделение челюстно-лицевой хирургии? Наше отделение было открыто 8 августа 1983 года по инициативе нашего учителя, первой заведующей Тихоновой Ольги Даниловны, и непосредственное участие в открытии отделения принимал также один достаточно известный специалист в этой области, научный руководитель наш Михеев Константин Константинович. Вот с этого времени начинается история нашего отделения. На сегодняшний день нам 38 лет. В принципе, процесс становления уже мы, наверное, прошли. Сейчас мы набираем темпы и развиваемся в различных направлениях, касающихся челюстно-лицевой хирургии. А с какими патологиями к вам поступают чаще всего? Чаще всего 52% в год к нам поступают пациенты с травмами. На плановое оперативное вмешательство поступают пациенты, которым необходимо какие-то коррекции посттравматические, послеоперационные, после перенесенных воспалительных заболеваний, когда нарушается взаимодействие тканей или потеря тканей идет. Они поступают на пластические операции, о которых мы, наверное, сегодня будем разговаривать. Год подходит к концу. Насколько в целом пациентов проходит через год через ваше отделение? До ковидного периода мы набрали, видимо, наш максимум годовой. Это порядка 1500 больных поступило. Из них, вот как я говорю, 52% это экстренных больных. И в течение последних доковидных 3 лет за отчетный период эта цифра у нас не менялась. Плюс 10, минус 10 в ту или в другую сторону. Поэтому мы считаем, что для 30-коечного отделения нашей больницы это максимальные показатели. А ковид, он нес свои коррективы. Количество пациентов у нас снизилось примерно вдвое, но тем не менее мы свои функциональные обязанности выполняем в полном объеме, как мы считаем, и стараемся держаться на этом же уровне. Если взять последние 5 лет, какие новые операции стали проводиться в вашем отделении? Как я говорил, со дня открытия отделения, когда необходимость была, скажем так, челюстно-лицевую хирургию узаконить и, в общем-то, поставить ее в ряд с другими хирургическими специальностями, на тот период мы, в общем-то, обращались во все разделы челюстно-лицевой хирургии. У нас была и травматология, и воспалительные заболевания, и онкология, и детство с нас начиналось, и пластические операции. Постепенно отделение, выработало какой-то определенный стиль или, скажем, ограничило прием пациентов, которые были на общем потоке. От нас ушло детство, от нас ушли онкологические больные. У нас остались те челюстно-лицевые операции, которые мы проводим в данное время, в данный период. И в зависимости от тех задач, которые из года в год у нас наступали, которые ставили перед нами больными, с такими операциями мы готовились, к ним мы, в общем-то, достаточно, скажем так, скрупулезно, именно готовились и их, в общем-то, проводили, что называется, в жизнь. И последнее, что нам было достаточно, в общем-то, недоступно долгое время, это микрохирургия. 3 года назад мы освоили это направление. Нельзя сказать, что уже полностью, и мы владеем всеми секретами этой специальности, но тем не менее мы начали это делать. В общем, для нас каких-то сейчас загадок в челюстно-лицевой хирургии нет, и поэтому мы, как-то посмотрев действительно наши определенные достижения, решили вернуться уже назад и больше уделять внимание качеству наших операций. И, в общем-то, здесь
достаточно много нюансов и много работы в различных направлениях. Вы сказали о том, что во время пандемии снизилось количество пациентов. Но вообще в целом, как пандемия сказалась на работе вашего отделения, ну и как организована работа вашего отделения во время пандемии? Ну, здесь нужно говорить, что пострадали-то не мы. Мы, в общем-то, были перепрофилированы из, скажем так, отделения-то у нас смешанного типа. Это экстренная и плановая. Так вот, плановая служба у нас на некоторое время была закрыта. Пострадали пациенты, которые нуждались вот в плановых операциях. Мы просто изменили формат нашей работы, и из вот этого смешанного потока у нас выделились только экстренные больные. И при, значит, каких-то благоприятных условиях, иногда, когда они возникали, вот, то мы могли ненадолго организовать плановый прием. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших больных за терпение, за понимание, что вот такая ситуация, в которой мы оказались. Мы о них помним, мы всегда с ними поддерживаем связь, поэтому как только все это закончится, мы постараемся наверстать все и, в общем-то, никогда никому не отказывали, и не думаю, что вот такие моменты могут у нас случиться. Будем продолжать прием больных, как и прежде, но это в постковидном. Ну а сейчас, когда, значит, тяжелые времена все-таки они сказываются на нашей работе, но здесь в больнице введен охранный режим. Больные у нас на уровне планового, в смысле на уровне приемного отделения уже разделяются на потоки, они не пересекаются. У нас существует чистая зона, у нас существует красная зона, в которой есть свое подразделение на, скажем так, профилактическое лечение. Ну, в смысле, там больные находятся до подтверждения диагноза ковида или наоборот, если не выздоравливают. И непосредственно инфекционное отделение, в котором уже больные находятся с подтвержденным диагнозом ковид. Но тем не менее, любой больной, который находится в любой из этих перечисленных зон, он получает лечение по своей основной патологии, к которой он обратился. Но какие случаи вы относите к экстренным? В первую очередь, это последствия травм после ДТП? Ну, не совсем. Ну, да, в таком понятии то мы встречаемся уже непосредственно с последствиями травм. Вот. Ну, а экстренные считаются все травматологические ситуации, все травмы лица, воспалительные заболевания, которые связаны и с воспалением зубочелюстной системы, и с воспалением непосредственно лимфатической системы. Вот. Эти вот основные два направления, которые считаются экстренными. Ну а что такое реконструктивная хирургия, вот, и чем она отличается от пластической? Ну, здесь немножечко так смешаны два понятия. Дело в том, что реконструктивная – это раздел пластической хирургии. Пластическая хирургия условно разделяется на восстановительную, когда восстанавливается не только анатомическая, скажем, форма и структура органа или тканей, но и восстанавливается функция. Вот, реконструкция – это некоторое изменение вот, в каких-то взаимодействиях тканей, связей. Здесь пример, когда, значит, мы меняем взаимоотношения средней и нижней зоны лица при ортогнатических операциях. Все это связывают с патологией прикуса, но на самом деле помимо прикуса здесь меняются вот эти две зоны в лучшую сторону. И, наконец, эстетическая хирургия, которая, в общем-то, давным-давно, пока в быту, имеет название косметологическое, хотя немножечко это разные понятия. Вы постоянно сталкиваетесь в своей практике с серьезными травмами, порой, которые сильно обезображивают лицо. Как в таких случаях можно помочь пациенту пережить это испытание? Это действительно достаточно серьезная проблема. Дело в том, что несмотря на тяжесть травм других органов, скажем, и тканей, вот лицо все-таки у нас это показатель, скажем так, нашего физического, психологического состояния. Поэтому, конечно, там можно говорить не просто о тяжелой, а о любой травме. Они одинаково, скажем так, эмоционально переносятся тяжело.
Вот. Ну, а здесь самое главное, что всегда помнили, что мы всегда на месте, мы придем на помощь. Конечно, это иногда бывают многоэтапные какие-то оперативные вмешательства, но тем не менее, здесь надо набраться терпения. Чем тяжелее травма, тем больше может быть этапов, но тем не менее мы всегда имеем запас каких-то определенных знаний, запас своих секретов, скажем так, возможностей, и мы чаще всего выходим, в общем-то, с пациентами победителями из этих ситуаций. Ну а можно ли помочь пациентам, которые пострадали от травм достаточно давно? Да, конечно, конечно. Время здесь, в общем-то, это не какой-то показатель. В любое время можно будет обращаться. Конечно, если травма достаточно тяжела, организм это да, такой, скажем, мощный природный, скажем так, ну, извиняюсь, аппарат, который, в общем-то, сам способен ликвидировать какие-то последствия, то есть приспосабливаться. Тем не менее, не всегда возможно восстановление каких-то функций, вот, анатомических каких-то связей. Поэтому, конечно, вот, здесь приходится вмешиваться уже нам, применять свой опыт, знания. Вот. И тем не менее, возможности всегда есть, если даже у нас по какой-то причине, в общем-то, ну, в прогнозе может не получиться та или иная операция, мы всегда сможем обратиться к нашим коллегам и в Москву, и в какие-то другие центры. Это не проблема. Ну и перейдем к пластической хирургии. Какие пластические операции востребованы больше всего в это время, в наше время? Ну, имеется в виду в современное. Да, в современности. Не зимнее. Ну, чаще всего обращаются к нам пациентки за блефаропластикой нижних, верхних век, вот, лифтинг лица, абдоминопластика, маммопластика. Ну, мужская половина чаще обращается по поводу исправлений костей носа, ринопластика. Ну, это вот основные операции, которые мы делаем. Лифтинг лица. Ну, в общем, тут достаточно много различных оперативных вмешательств, которых, в общем-то, улучшают. Здесь вот нужно сказать, вот, предположим, чем отличается даже восстановительная операция от эстетической. Вот. Дело в том, что восстановительная операция, она стремится вернуться к лучшему, а эстетическая операция, она стремится улучшить уже норму, которая у нас имеется. Ну и последний вопрос, коротко. Нужно ли обращаться, на ваш взгляд, к пластическому хирургу из-за неудовлетворенности собственной внешностью? Ну, в общем-то, наша задача – это не искать скелеты где-то в потемках душ человеческих. Наша задача понять пациенту, он к нам же ведь приходит, он тратит свое время, и он хотел бы от нас, вернее, поделиться с нами проблемой. Мы должны проблему выяснить и постараться определить, можем ли мы ее решить полностью, либо как-то частично, либо хотя бы как-то помочь и направить человека в нужное русло. А говорить о том, что какая мотивация основная у пациента обращения к нам, здесь, мне кажется, не очень корректно. Приходите, разберемся, тут проблем не бывает. Олег Игоревич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе, ну и, конечно, с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо. О развитии пластической хирургии в Якутии мы говорили с Олегом Ширко, заведующим отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской больницы номер 2. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.